привет! Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас гость, которого вы ждете с большим нетерпением. Внимание на экран! Он знает все детские мечты, помнит и исполняет их желания. Именно с ним все дети связывают чудо, происходящее в новогодний праздник. Чтобы творить добро, ему нужна вера каждого ребенка в чудеса и волшебство. Он приехал к нам из Великого Устюга, чтобы зарядиться теплом ваших сердец. На самом холодном месте мира, в Якутии, Дед Мороз зажигает самую первую елку, а потом разносит по всей стране праздничную атмосферу. Готов ли ты поделиться с главным волшебником своим позитивом? Друзья, сегодня у вас есть редкая возможность пообщаться с самим Дедом Морозом. Задать ему свои вопросы. И потому предлагаем разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто готов поделиться с Дедом Морозом своим позитивом. Пессимисты – это те, у кого все-таки есть вопросы к нему. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения и поменять свою группу. Просим каждого определиться и занять место в выбранной зоне. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Давайте все вместе позовем его Дедушка Мороз. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья мои! С дороги-то присяду, посижу. Ох, отдохну, а то все сидят, а чего им не стоять, правда? Так, почему вас хорошо, меньше, пишем, вас да? больше? Сейчас мы все расскажем. Сейчас мы все расскажем, Дедушка Мороз. Приступайте. Ага. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуйте, друзья мои. Дед Мороз, у нас так принято, что герой нашей программы рассказывает о себе. Но хотя мы и так знаем о тебе все, мы не будем отходить от нашей традиции и расскажи о себе. Тебе дается минута. Ну что, друзья мои, приехал я к вам из древнего града, из Устюга Великого, что в Вологодской области стоит. Там и вотчина моя расположена, сказочная да волшебная. Поэтому, пользуясь случаем, всех вас приглашаю, приезжайте непременно, и столько чудес да волшебства вы вряд ли когда-нибудь увидите. Добро пожаловать. Ну, а что о Аплодисменты. себе рассказывать? Итак, Дед Мороз, мы знаем, что ты приехал к нам всего на один день. И что же ты успел в течение него сделать? А, с ребятишками повстречался, поздравил всех с началом зимы. И, конечно же, матушка Зима живет в Якутии, потому что зима же отсюда начинается, так ведь? Приехал лично поздравить ее с днем рождения. Как идет подготовка к Новому году в твоей резиденции? Полным ходом. Уже и генеральную репетицию провели. 18 ноября. Кто знает, что за дата такая? День рождения рождения Деда Мороза. Правильно. День рождения мой. Вот тогда-то генеральную репетицию Нового года и проводим. И честно вам скажу, не лукавля, первая эта елка зажигается именно в Великом Устюге. Ну, а ваша следующая. Потому как зима начинается в Якутии. И отсюда забираю кристалл холода и повезу по всей матушке Руси. Хорошо, Дедушка Мороз. А часто ли ты получаешь письма из Якутии? И что же тебе пишут маленькие якутяне? А я тебе скажу, что письма пишут не только ребятишки, но и взрослые. Для меня что стар, что млад, все одно. Вы все внучатки мои. Ну, а пишут, я честно вам скажу, что очень люблю письма, которые написаны своей рукой. Вот в этих-то письмах душа. А то напишут в электронной почте, да еще без запятых.
Да еще и без гласных. Ой, как вы сейчас пишете. Разбираюсь, да разбираюсь, у меня специальный переводчик для этого есть. Гном маленький. Отличаются ли письма современных детей от тех, что ты получал раньше? Да, конечно, жизнь же вперед идет. Все меняется, интересы у ребятишек меняются, да и у взрослых тоже. Но я вам скажу, самые добрые письма – это те, которые с пожеланием здоровья родным да близким. Хорошо. Вот попробуй-ка ты мне скажи, на что ты поменяешь здоровье родных? Ни на что. Ни на что. А кто-нибудь из вас поменяет? Нет. На iPhone 8, аль на игру какую? Никто не поменяет. Вот для того, чтобы, прежде чем писать мне письмо, сначала призадумайтесь, что для вас важнее. И потом только садитесь за это письмо. Договорились? Мгм. Ну вот и хорошо. Хорошо. А трудно ли угодить современным детям? Чего же трудного? Ничего трудного. В школе он целый год послушный. Учится хорошо. Родителей слушает. Ничего сложного. Конечно же, порадую самым желанным подарком. До 1 января под елочкой каждый из вас найдет тот подарок, что себе задумал. Хорошо. Сегодня здесь собрались те, кому интересно общение с вами. Они будут задавать свои вопросы и отвечать на ваши. Друзья, скажите, чего вы ждете от этой встречи? С какими ожиданиями вы пришли сюда? Начнем с оптимистов. Я лично, не знаю, хочу каких-то новых впечатлений получить, которых никогда прежде не получал. То есть, как бы это моя первая встреча вообще с Дедом Морозом. То есть, конечно, я сейчас немножко удивлен, скажем так. Все детство как бы никогда так вот не видеть, а вот сейчас встретить, ну, конечно, все равно новые впечатления есть, да. А вот после этой встречи я бы хотел уйти довольным, остаться с какими-то впечатлениями, которые меня как бы будут вдохновлять в будущем, скажем так. Пессимисты? И от этой встречи я бы хотел просто поближе узнать Дедушку Мороза, узнать, каков он на самом деле именно так, лично, а не по письмам и рассказам других людей. Друзья мои, каждый год к вам приезжаю, и вы впервые меня видите. Это да. еще тут у меня работы, непочатый край. Ну что ж, спасибо. Начнем. Задавайте свои вопросы Дедушке Морозу. Начнем с оптимистов. Миф ли то, что когда были каменные дома, ну, не знаю, там всякое такое по мультикам, что вы с эльфами ездили на оленях и залезали в трубы? На оленях точно тебе скажу, что не ездил никогда. А у меня 3 лошадей. Да не простая 3 лошадей. А кто знает, как звать моих лошадей? Молодец, вот подготовилась. Декабрь, январь и февраль. И традициям своим никогда не изменяю. Нет, ну бывает, и в самолете пролечу. А чё ж такого-то? Коли тороплюсь куда? Но 3 меня волшебная никогда еще не подводила. Пессимисты, ваши вопросы? Я хотела бы узнать, сколько вам лет? А сколь белый свет стоит, столько и лет мне. Сосчитать только никто не может. Я вам один секрет еще раскрою. Когда побываете в тереме моем в Великом Устюге, комната есть одна волшебная. Называется «Сказочный лабиринт». Так вот, там ленточек висит, не счесть их даже. Кто сосчитает, тот и узнает, сколько мне лет. Но только ученые давным-давно бьются, да со счету сбиваются. Сосчитать их никто не может. Но в народе-то поговаривают, сколько ленточек тех, столько мне и лет. И каждый год, я вам скажу, по одной ленточке да прибавляется. И какого числа? 18. 18 ноября, видите, вы уже и знаете. Оптимисты? Вы бы хотели бы от кого-нибудь получить подарок? А я и так каждый день получаю подарки. Даже в Новый год. И не в Новый год. Приехал к вам в гости, встретился с вами, поглядел, какие улыбки у вас на лицах. И не только оптимисты, да и пессимисты улыбаются, сидят. Погляди-ка, никого из них грустным не вижу. И это для меня уже самый главный подарок. Мгм. Пессимисты. Пессимисты, давай. Если у тебя отпуск, что делаешь во время отпуска? А я и не работаю, мне зачем отпуск-то? Я живу так. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, родная. Всем известно, что у вас есть внучка Снегурочка.
У меня такой вопрос. Есть ли у вас жена и дети? Давно это было, очень давно. Еще тогда я Морозовым воеводой слыл. Так вот, повстречалась на пути моем жизненном весна красна. Так плодом любви той и появилась Снегурочка. Так только потом через костер-то прыгала, да и в облако превратилась. И улетела от нас. Долго мы горевали. В лес дремучий ушел. Долго там отшельником жил. А потом в память о ней стал много добрых дел делать. Оттого природа-то меня и наградила силою волшебную. Так вот, однажды, спустя много-много лет, владения свои обходил. Зима, помню, была. А гляжу, под елочкой девчушка сидит. Точь-в-точь, дочка моя. Так вот, взял ее помогать по хозяйству. Да и внучкой своей нарек. Я ведь дед уже был. С тех пор со мной и жила. Да по хозяйству помогала. Это сейчас в Кострому уехала. Давай Давай. ты. Дедушка Мороз, как вы успеваете дарить подарки всем детям? Да, об этом секрете никогда никому и не расскажу. А зачем вам? Тебе же достается подарок? Да. Ну вот. Что это тебе за забота обо всех остальных? А я как-нибудь справлюсь. Точно вам скажу, что помощников у меня очень много. Как ты забираешься незаметно в дом? О, я тебе сейчас секрет свой рассказал, так ты и будешь перед форточкой сидеть, да? Пока ты через форточку будешь сидеть ждать меня, я через дверь зайду. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, родной мой. У меня есть один вопрос. Детям до скольки лет вы приносите им подарки? Да нет, тут для меня детишек или взрослых. Все для меня одинаковы. Я и взрослым, и ребятишкам, вы все внучата для меня. Иди, пойди спроси у кого взрослого. Получает он от меня подарок 1 января, или нет? Верит или нет? В душе-то все верят. А на словах-то и слукавить может. Но скажу точно, чудеса происходят именно там, где в них верят. Поэтому, друзья мои, нужно верить в чудеса. Пессимисты, давай. Вот ты сказал, что ты ездишь на лошадях. Все-таки вот у тебя есть вот какая-нибудь другая упряжка, например, упряжка собак? Есть, конечно. Я тебе больше скажу, дружочек. На вотчине, где я живу, есть целый зоосад. Зоопарк, по-вашему. Вот там зверей-то у меня видимо-невидимо. Да и каждый мне в чем-то да помогает. И лайки у меня в упряжке тоже есть. Ты только по территории России детям подарки даришь или по всему миру? Езжу-то по всему миру. И если по всему миру, а Африка как? Твоя упряжка-то выдерживает их? Выдерживает. Ты что страшного? Ты думаешь, она только морозостойкая? Да нет, конечно. Совсем недавно, давеча года 2, нет, скажу, больше в прошлом году, телегу свою, упряжку, тестировал на специальном сервисе, что называется авто.ру. Разбирали все. Это ж не та телега, которая у меня раньше была. Сани у меня нынче знатные. Коли морозы с подогревом сидений, коли гололед, всякие антипробуксовочные системы там стоят. Датчиков в них наставили. Так что у меня все. А коли карета у меня, так та на низкопрофильной резине. Оптимисты? Давай ты. А что вы любите больше? Молоко с пирожками или какао с шоколадными печеньями? А ни то и ни другое. Че же одними пирожками питаться, что ли? Я тебе скажу, что пирожки-то у меня знатные. На тропе моей сказочной бабушка ушко печет. Ой, какие пирожки! Приезжайте все ответ. А шаньки какие! С картошкой, с клюквой, да с брусникой. А вот очень люблю дары леса. Грибы, ягоды, все, что лес приносит, бабушка ушко насобирает. А еще трав разных, чаи мне разные заваривает. Да гостей тоже угощаю. Как вы одеты летом? А вот так и одет,
Нынче я вот с вами сижу, а на мне летний наряд. Я вам скажу, у меня в Устюге Великом целый дом моды есть. Так там мастерицы своими руками вручную все узоры на нарядах моих вышивают. Дедушка Мороз, зачем тебе этот посох? А, посох этот непростой. Он у меня не один, точно тебе скажу. Не знаю, секрет это для вас был, аль нет. Вот этот посох беру с собой в новогоднее путешествие, он мне показывает дорогу к добрым людям. Есть у меня еще морозильный посох, что в спальне моей стоит. И кто со злым помыслом придет в дом мой, да дотронется до посоха того, сразу замерзнет. Но только последних лет, не знаю, 1020 таких еще не бывало. Все, кто ко мне приезжает с добрыми помыслами. Вот и я думаю, что это вы слева сидите, уж перешли бы сюда. Я бы стул развернул. Дорогой Дедушка Мороз, у меня вот такой вот вопрос. Ты когда-нибудь врал кому-нибудь? А зачем? Не знаю. Не знаю, чтоб соврать, нужно что-нибудь сотворить неладное. А у меня все по уму да по разуму. Ведь в сказке моей все должно быть складно да ладно. И зачем потом врать-то кому? Правда? Вот. Ты говоришь, что ты летаешь по всему миру и даришь подарки всем. А бывал ли ты в космосе на МКС? Сам не бывал, точно скажу. Обманывать не стану. Но каждый год бываю в Центре управления полетом, что в городе Королеве под Москвой. И на прямой связи через космос поздравляю всех жителей этого мира с Новым годом. Давай. Дедушка Мороз, скажи, у нас очень большая страна. Как ты думаешь, какая миссия Якутии в России? Да почему должна быть именно миссия какая-то? Да нет, все мы живем дружно, складно да ладно. А ты как ты думаешь сама, какая должна быть миссия? Зиму дарит Якутия, а зима-то самая забавная пора, правда? Снежки поиграть, на коньках, на санках покататься, на лыжах по лесу пройтись. Правда? Глянь-ка, летом разве столько развлечений найдешь? Да нет, конечно. Дорогой Дедушка Мороз, а куда ты уходишь летом? Да никуда не ухожу. Чего мне уходить? Я в отчине своей живу. Прямо в отчине Устюге? моей. Новый год, круглый год, поэтому приезжайте не только в Новый год. Летом у меня, ой, забав-то тоже очень много. На рыбалку можем сходить. Ой, рыбалить люблю. Но в рыбалке интерес у меня свой. Рыбку поймаю, да отпущу, пусть растет. А что, правда? Давай. Дедушка Мороз, а какой тебе город больше всего понравился? Да все любые дорогие города, но вот свой Великий Устюг никогда не забываю. Даже вот в Кострому приезжаю. Так в тереме, в котором я живу, на стене большой рисунок терема моего, чтоб я всегда себя чувствовал как дома. Дедушка Мороз, ты задумывался о том, если бы Новый год был летом, как бы тебя звали? Ну и так бы звали Дед Мороз, коль я Мороз. У тебя есть фамилия какая? Вот. А если б ты когда родилась? В ноябре. В ноябре, а если б в июле? Думаешь, фамилия у тебя другая была бы? Нет. Да нет, конечно же. Но точно я вам еще раз хочу сказать, что все чудеса происходят особенно зимой. В волшебную новогоднюю ночь. Как вы относитесь к этому Санта-Клаусу? А чем мне к нему относиться? Пусть он к нам относится. Но друг-то он у меня хороший. Ведь в нашей сказке политики нету никакой. И самое главное, политика в нашей сказке – дарить людям добро. Вот зачастую с ним каждый год встречаемся, да обсуждаем. Кто какое добро и делимся опытом. Не за горами у меня встреча с Йола-Пуки. Поеду, сейчас помню, какого числа буду. 21 декабря. Давай. А есть ли у тебя черный список? Да. Рассказать, где он у меня? Нет. Почему? А кто туда входит? Ты боишься себя там обнаружить в этом черном списке? Много ли там детей? Детей? Детей там нет. А взрослых? А письма от детей есть. А ящик тот черный, да не черный он, долгий. Его так чиновники называют нынче. С меня пример взяли.
Стол у меня есть рабочий, за которым в кабинете я письма пишу, ответы на ваши. Так вот, знаю, что ребятишки-то просят чего-то в подарок себе, а сами, ну, где-то еще плохо учатся, где-то еще и родители не слушаются, учителей своих. Так я в этот стол-то и складываю их подальше. Да точно еще скажу, что подолгу эти письма не задерживаются там. Ребятишки исправляются. И оценки, и поведение. И тогда я уж достаю оттуда письмо. До желания, конечно же, исполняю. Даришь ли ты подарки детям, которые получают плохие оценки, но ведут себя хорошо? Дарю. Мальчикам куклы, девочкам машинки. Как исправляются, так меняю все обратно. Но вот сейчас вот просто призадумался и думаю, что таких ведь не бывает. Коли ты родителей слушаешься, значит, ты и учиться должен хорошо, правда? Значит, ты и уроки делаешь, и в школу вовремя приходишь, и ничего не пропускаешь. А что ж тогда мешает хорошо учиться? Коль родителей слушаешь, значит, у тебя и в школе должен быть порядок. Хорошо. И последний вопрос. Давайте от оптимиста. Правда, Давай. что вы рисуете на всех окнах? А ты когда-нибудь выглядывала в эти окна? Да. Видела, что я там рисую? Нет. Да нет, это не я делаю. А это это кто? Чисхан. М. Это Чисхан. Хорошо. Это Аплодисменты он Дедушке на окна Морозу. морозом дует. А сейчас, Дедушка Мороз и все остальные, мы предлагаем вам посмотреть видеоопрос на тему «Что люди думают о Дедушке Морозе?». Внимание на экран. А как вы к нему сейчас относитесь? К Деду Морозу? Ой, с восхищением. Ну, что-то такое родное из детства. А как вы считаете, он нужен современным детям? Ну, сказка всегда нужна. Для того, чтобы иметь в жизни хоть чуточку магии или волшебства. А что бы вы ему сейчас пожелали? Желаю, чтобы в него современные дети верили больше, чем я в детстве. Некоторые дети сейчас не верят, да, ну, большинство взрослых детей. И я детям своим говорю, что Дед Мороз существует. Писали ли вы ему письма в детстве? В детстве, да. И о чем вы у него просили? О кукле, Барби, да. 4 вы? года. Нет. А почему? Почему? Ну, скорее всего, я не верила, может. Он нужен ли вообще современным детям? В принципе, да, чтобы верить в чудо. Чудеса случаются. Такое бывает в жизни. Ну, он живет в Северном полюсе. У него олени, эльфы. Ну, я это в сказке читала. Но он ко всем детям приходит или кого-то пропускает? Всем детям. Добро, радость приносит. А как вы думаете, современные дети верят в него? Верят, верят. Внуки верят. Ну, в чудеса надо верить. Что бы Счастье вы ему детям. пожелали сейчас? Всем детям счастья. Чтоб желал, да. Детей своих я буду воспитывать, допустим, ну, как верить в него, скажем так. А почему надо верить в него? Ну, что-то хорошее должно быть все равно в этом мире, скажем так. Наш Новый год, все равно всегда нам дедушка поздравлял. Дедом Морозом дедушка был. Ну, отношусь как веселье, радости, как Новый год. Ну, то есть он современным детям нужен, да? Конечно, А нужен. что бы вы ему сейчас пожелали? Ну, добра, больше подарков. Чтобы приходил почаще, не только к детям, но и взрослым. Хорошего рабочего дня. 301. Здоровья, терпения, хорошей дороги. Ой, долгих-долгих лет ему в жизни, чтобы он всегда приносил радость и взрослым, и детям. Если мы не будем в него верить, как бы его не будет. Ребята, давайте поговорим о Деде Морозе. Каким бы был наш мир без него? Давайте начнем с оптимистов. Мне кажется, что если бы не было Деда Мороза, то дети бы не верили в дух Нового года. Ну, у них было меньше веселья, я думаю, так. Дед Мороз, ну, всегда заряжает там позитивом хоть каким-то.
и они просто в Новый год не спали. Тогда не было бы, например, там Новый год 31 декабря было бы обычным днем, как всегда. Там не будет подарков, там не будет оливье, не будет мандаринок, поэтому лучше оставить Деда Мороза, чем выгнать его. Хорошо. Оптимисты? Я думаю, если бы не было бы Деда Мороза, то в жизни было бы мало сказки, мало радости и волшебства. Не было бы радости, не было бы веселья и этого самого наилучшего моего праздника в году. Все бы тогда бы злились и не дружили, тогда бы все спорили друг друга. В детстве мы обычно все верили, что Дед Мороз существует, он нам именно придавал счастье зимою. И вот подарки, это была самая серединка, которая всем нравилась, и сам Дедушка Мороз всех любил, и как его дети. И я считаю, что не было бы чуда без Дедушки Мороза. Ведь главное в тебе это чудо. Чудо, волшебство. Оптимисты? Мне кажется, что если бы Дедушки Мороза не было, то уровень чуда во всем мире уменьшился очень сильно. Не было бы этой чудесной встречи. Спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Но поверьте мне, не было бы меня, может, кто-то другой был бы. И здесь самое главное прозвучало, что я для себя выделил и вам хочу обобщить. Друзья мои, нужно делать больше добрых дел, потому что каждое доброе дело – это маленькое чудо. И чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше чудес и волшебства всегда будут рядом с вами. Дорогой Дедушка Мороз, ни для кого не секрет, что ты бываешь в разных уголках нашей страны. Соответственно, видишь, как растут дети. И какой вопрос ты бы хотел задать нашей молодой аудитории? Обсудить с нашей молодой аудиторией. А вот, наверное, обсудить-то и хотел бы про добрые дела. Скажите-ка мне, друзья мои, а вы делаете добрые дела? И какие? Вот кто из вас, давайте вспомним самое последнее свое доброе дело, которое вы сделали. Я не знаю, насколько это доброе дело, но я просто взяла и меня моя подруга просила подредактировать ее чуть-чуть ее фото. И я ее подредактировала, она мне сказала огромное спасибо, но я это сделала безвозмездно. Последний раз я делала свое доброе дело, это я помогал людям открывать двери, чтобы они проходили, бабушки, дедушки. Оптимисты? Кто хочет рассказать о своем добром деле? Помог бабушке перейти дорогу. Ну и еще в подъезде спуститься по лестнице и открыть дверь. Молодец. Не так давно в нашей школе проходила акция. Мы собирали игрушки с нашего класса детям из детдома. Также наши активисты пошли туда и поздравили их. Я помогал маме нести продукты с магазина и везти собак домой. Молодец. Хорошо. Так. Мы с классом год назад собирали мусор рядом со школой и выбрасывали, собирали его. Ну, недавно библиотекарь выходил, и у нее упала стенд для книг. И я ей помогла ее поднять, но она была пожилая. Я последний раз помог больной девушке открыть тяжелую дверь. И она-то была слабая, но у нее не было одной ноги и почти полкисти не было. Мы с нашим классом убирали нашу речку. Мы убирали бутылки, пакеты, чтобы было меньше загрязнения на берегу. Молодцы. Молодцы. Как тебе наши добрые дела, Дед Мороз? Ну, я могу сделать вывод, что на самом-то деле, и вам это донести, что добрые дела делать совсем несложно. Они все рядом. И каждый день можно сделать какое-то доброе дело. Кому-то помочь, что-то сделать. Правда?
ведь никому не сложно. И если каждый будет делать больше добрых дел, то мир-то станет веселее и радостнее. И, конечно же, волшебнее. А сейчас у нас наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение о Деде Морозе после общения с ним? Можете поменять свою группу. Переходим. Ребята, объясните, пожалуйста, почему вы поменяли свое мнение? Дед Мороз человек хороший, добрый, ну, таким, приносит подарки, дарит счастье в этот день, ну, Новый год. И поэтому перейти лучше надо. Хорошо, Спасибо. молодец. Аплодисменты. А сейчас мы приглашаем воспитанников Высшей школы музыки, маленьких скрипачей. У них есть для нас маленькое поздравление. Музыкальное. Хорошо. Если маленькие воспитанники Спасибо вам хотят большое. вручить А Розе я сувенир, хочу вам рассказать одну историю. Давнюю историю. Вы пока постойте. Давно это было, опять, когда я еще был Морозовым воеводой. Однажды, лето, помню, было. Обходил владения свои, да подустал маленько. Лег на полянке на опушке. Прилег, думал, часочек-другой подремлю, да дальше двинусь. Однако уснул-то я богатырским сном. А когда утром проснулся, птички уже пели вовсю. Глядь, а вокруг следы, да непростые следы. Мишка косолапый походил вокруг меня, да чувствую, ухо-то горит. И сразу понял, на ухо он мне в тот раз наступил. С тех пор сам не пою и на инструментах не играю, но всегда завидую таким. И почитаю талант ваш. Все, кто поет, да на инструментах разных играет. Давайте еще раз им похлопаем. Это для меня. Ай, да спасибо. Мало того, что он и творческий, погляди-ка, что подарок принесет. Спасибо вам, друзья мои. Спасибо огромное. А теперь, Дедушка Мороз, пожалуйста, подведи итог сегодняшнему нашему разговору. А вот итог налицо. Никого ведь здесь не осталось. Правда? И, друзья мои, всех я вас хочу поздравить. Уж стану я
Пожалуй, с наступающим Новым годом. Конечно же, хочу пожелать, чтобы каждый желанный подарок вас ждал под елкой 1 января. А я уж постараюсь. Но уговор у меня с вами, чтобы к следующему году у каждого из вас была новая мечта, чтобы мне, старику, и к следующему году было что для вас исполнить. Договорились? Да. Добрых дел больше будем делать? Да. И вот увидите, мир станет светлее и радостней. Друзья мои, спасибо вам всем за то, что вы пришли, за ваши вопросы. Мне было с вами очень интересно и радостно. Спасибо вам за эту теплую встречу. Вот в самом сердце холода, а встреча у нас с вами теплая. Правда? Это ли не чудо? Да, конечно же, чудо. Спасибо, друзья мои. С наступающим вас Новым годом! С вами была программа «Я молодой» и ее ведущие Антон Васильев и Виктория Маркова. Всех с наступающим Новым годом! До скорых встреч!